В начале декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Цели, ради которых этот день 3 декабря был провозглашен – полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества. Эти цели были поставлены во Всемирной программе действий в отношении инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей в 1982 году. Это также является одной из главных задач повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Защита прав инвалидов – это не только вопрос справедливости, но и инвестиция в общее будущее. Государственное учреждение «Республиканский детский специализированный дом социального обслуживания» поселка Серебряный Бор является единственным учреждением данного типа в Республике Саха-Якутия. В этом году он отмечает свой значимый 85-летний юбилей. Сегодня здесь проживают 122 воспитанника в возрасте от 4 до 23 лет. Их обслуживает около 200 сотрудников. Все взрослые здесь не просто решают задачи по социальному обслуживанию детей-инвалидов, они заменяют им родителей и являются самыми близкими друзьями для своих воспитанников. Штат у нас действительно большой. Штатных единиц у нас 218. Количество – это обслуживающий персонал, административно-управленческий, младший медицинский, врачебный, средний врачебный персонал. На сегодняшний день из 218 штатных единиц занято 195. Острая потребность в нашем учреждении стоит это во врачах, во врачебном персонале, узких специалистах. Врач-педиатр, врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр. На данный момент специалисты у нас есть, ставки закрыты, но это внешние совместители. Хотелось бы своих специалистов, которые будут работать в нашем учреждении на благо наших детей. Ну и не хватает нам узких специалистов, таких как педагоги-дефектологи, педагоги-психологи и логопед. Будем очень рады видеть в наших рядах молодых специалистов, перспективных, ответственных, коммуникабельных и энергичных. Руководство учреждения на постоянной основе внедряет новые проекты по социализации своих воспитанников. Учреждение большое, ребят у нас много, и как в большой семье обычно не хватает рук. Рук не хватает для того, чтобы каждому ребенку дать индивидуальный подход, личное общение. Поэтому нами разработана и в данный момент внедряется программа, которая называется «Волонтер по видеосвязи». Существуют барьеры, что не каждый человек сможет принять ребенка с особенностями, приехать к нам, включая логистику, что мы находимся 8 километров от города Нерюнгри, не у всех есть свое личное автотранспортное средство. Поэтому была придумана и разработана программа «Волонтер по видеосвязи», которая будет заключаться в том, что у каждого ребенка будет свой значимый взрослый, который будет уделять ему по 15-20 минут 2 раза в неделю. Значит, цели, какие мы ставим при внедрении этой программы, это, конечно же, социализация ребенка, значимый взрослый, это расширение кругозора, это общение, то есть развитие коммуникации, что в дальнейшем нашим ребятам пригодится. Сейчас мы начнем оповещать через наши государственные паблики о том, что существует такая программа, и будем привлекать волонтеров по видеосвязи, кто пожелает с нами работать. Но пилотными, наверное, нашими друзьями, я думаю, это выступит шахта Инаглинская под руководством Андрея Николаевича Макеева, добычной участок 8. Потому что мы с ребятами очень близко и тесно дружим. Я думаю, мы обратимся к ним и попросим вступить с нами в пилотный проект, опробовать, опробировать то, что мы хотим в дальнейшем тиражировать и масштабировать. Сегодня в учреждении продолжает свою работу программа сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью. В 2021 году главой городского поселения поселок Серебряный Бор в оперативное управление была передана однокомнатная квартира. И с 2021 года по июнь 2025 квартира была задействована как место отдыха, для наших воспитанников, смена обстановки. Потому что ребята здесь находятся 24/7, они со воспитателями уходили в квартиру, учились готовить, кушать, учились прибираться, учились закладывать вещи в стиральную машинку, ходить в магазин, но это было все днем, дневная занятость. С 1 июня 2025 года у нас выделены дополнительные штатные единицы. Это 4 штатные единицы специалистов по социальной работе
и одна штатная единица, заведующая отделением сопровождаемого проживания. Вот, с 1 июня ребята в количестве 2 человек переехали на проживание в квартиру. Программа была рассчитана на 3 месяца. Но за 3 месяца мы не добились никаких результатов. У нас не было ни положительных моментов, ни отрицательных. Мы продлили программу еще на 3 месяца. И в эти вторые 3 месяца у нас пошли откаты. Ребята не стали справляться с той бытовой обстановкой, да, которую мы с вами, привычна для нас бытовая рутина, приготовить кушать, убраться, постираться, сходить в магазин, ответственность, да, которая есть у взрослых людей, которые живут в своем собственном помещении. Ребята собирали сумки, уходили из квартиры, потом вернулись, и было принято решение больше сроков никаких не ставить. Мы сделали бессрочный приказ до того момента, пока мы не получим результатов, что ребята научились, освоились, и эти знания у них закрепились, как жить в своей квартире и как обслуживать себя. Мониторинг тех умений и навыков, которым ребята обучаются, происходит каждый месяц. Заполняются определенные карты, потому что есть определенные планки, которые мы перед собой поставили, чему мы должны научить наших ребят. Уже полгода 2 воспитанника осваивают самостоятельную жизнь с поддержкой социальных работников в квартире поселка Серебряный Бор. Наша должность, наверное, заключается в помощи ребятам освоить бытовые навыки и социализироваться в обществе. Что, в принципе, ребята молодцы, справляются. Да, дается все сложно, потому что это первый раз, это в новинку. Сейчас я могу сказать, что ребятам какие-то новые моменты, они уже не... Ребята не боятся. Раньше, если ребята боялись новое что-то, сейчас они уже понимают, что есть поддержка и опора, и они спокойно берутся за новые возможности и дела. Я научился делать обгадку. То есть нарезы, морковку натереть, все. Для меня это было трудно. Потом стало легче. Мы стали супы разные готовить. Мы готовили разные каши, мы все делали. А я хочу жить и жить и дальше. Жить одному, чтобы я уже смог сам себя обслуживать. Илье вот исполняется на днях 18 лет, и Сергею 19. Значит, на перспективу у нас еще 8 ребятишек, которые будут обучаться проживанию в квартире сопровождаемого проживания. В дальнейшем мы планируем, что ребята получат свое собственное жилье и будут жить самостоятельно. Сопровождаемое проживание детей с Республиканского детского дома-интерната поселка Серебряный Бор, это была идея директора Неревской Оксаны Валерьевны. Они обратились с ходатайством о выделении жилья именно для этих деток. Они проживают там на постоянной основе, они социализируются в обществе. На территории нашего поселения был построен мини-парк «11 поле», и приходя туда, я не раз убеждался, что эти дети приходят и на уровне со всеми детьми играют в баскетбол, волейбол, играют в футбол, и видят все вот эти моменты нормальной жизни, в которой они сейчас социализируются, в которой они идут. С 1 октября парни официально трудоустроены дворниками в управляющую компанию поселка Серебряный Бор. 26 ноября ребята получили свою первую заработную плату, упала на их карты. Были безумно рады. Вчера позвонили, потому что были счастливы. Завели себе блокноты, в которых начали планировать, куда же они потратят свою заработную плату. Кроме социализации и развития детей, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Сегодня она продолжает совершенствоваться, в том числе благодаря отлаженной системе взаимодействия с Нерюнгринской центральной районной больницей. Сотрудничество с Нерюнгринской центральной районной больницей у нас наладилось. Не осуществилось, а наладилось с февраля 2025 года. И связано это с тем, что пришел новый руководитель, главный врач НЦРБ Зураб Симонович Саакян. Первый его визит был в учреждении 10 февраля 2025 года, и после этого мы стали плодотворно сотрудничать. Сотрудничать в том плане, что улучшилось качество оказания медицинской помощи нашим детям.
Наше учреждение посещают узкие специалисты. Издан приказ главным врачом, где есть система, стабильность оказания медицинских услуг на базе учреждения. Нас посещают хирурги, травматологи, ортопеды, дерматологи, неврологи. То есть стабильно раз в месяц к нам приезжают узкие специалисты на осмотр наших ребят. Выдают нашим врачам, если такое необходимо, какие-либо рекомендации, мы их исполняем. Такой вот визит врачи сказывается благоприятно на здоровье ребенка, потому что тут у нас в штате работают врачи-педиатры, врачи-терапевты, психиатры, невролог, реабилитолог. Естественно, врачи не могут охватить весь спектр заболеваний. Так и говорил о том, что ранее, что дети имеют множественное тяжелое развитие, пороки развития. И как раз-таки помощь узких специалистов, она помогает направить врача именно в плане лечения и реабилитации в нужное русло. Руководство и специалисты Республиканского детского специализированного дома социального обслуживания регулярно становятся участниками и организаторами различных форумов. Так, весной 2025 года прошел межрегиональный форум «Жизнь без границ», который собрал представителей социальных учреждений из 7 регионов России. Реабилитационные центры, дома социального обслуживания, центры наставничества и многие другие организации, работающие с людьми, которым нужна помощь и уход. Первый день форума участники посвятили визитам в социальные учреждения Нерюнгринского района. Мы посетили 5 учреждений. Я очень безумно рада этому. Я увидела по-другому, как работает социальная система и сфера именно в Республике Саха. Сравнивала с Санкт-Петербургом и получила большой заряд эмоций и много подчеркнула для себя, что можно будет применять в своем учреждении. А именно, хочу сказать, это единая команда сотрудников, вариативное меню, посуда не металлическая, посуда сделана из экологической пшеницы, сняты белые халаты, которые вот тоже нужно снимать, открытые глаза, открытое понимание. Не только я видела сотрудников, но и родственников видела. И много реабилитационного оборудования, которое помогает реабилитировать наших ребят ваших. У нас все-таки взрослый интернат. И я много-много обратила внимание, тоже буду у себя применять это оборудование. Также это социально-культурные мероприятия, реабилитация, физическая будет реабилитация тоже применяться. Ну и, конечно, открытость души, наверное, жителей Республики Саха. Во-первых, мне понравилось высокое небо, яркое солнце. Мне захотелось тут остаться и работать. Я нужна, наверное, у себя, в своем учреждении, в своем Санкт-Петербурге все это. Второй день форума открылся встречей в формате «Круглый стол. Сила в единстве». Участники делились накопленным опытом реализации различных программ, применением новых методов и технологий и перенимали опыт учреждений Нерюнгринского района. Это совершенно уникальное, мне кажется, и очень важное мероприятие. Я знаю, что 7 регионов принимают в нем участие, то есть оно еще и глобальное. И очень здорово, что мы все здесь имеем возможность поделиться опытом. У нас у всех достаточно большой опыт и экспертиза в этой деятельности. Наша организация, например, работает с 2012 года. И начинали мы работать как раз с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. И мне есть чем поделиться здесь с коллегами, в том числе опытом работы инклюзивного подросткового пространства, куда приходят подростки нормотипичные, подростки с инвалидностью в том числе. И для меня очень важно услышать то, и узнать, как работают другие специалисты, как работают другие организации, как устроено межсекторное взаимодействие, как работают благотворительные организации в Якутии. Поэтому я считаю, что такие форумы обязательно должны быть, и благодарна за то, что имею возможность сюда приехать и рассказать о себе. Также для участников были организованы практические тренинги по решению различных ситуаций, возникающих при работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. На форуме «Жизнь без границ» у Республиканского детского специализированного дома социального обслуживания случилась коллаборация с представителями Нижнего Новгорода, Центром наставничества для подростков «Хулигана Дом».
Тогда было решено летом отправиться в совместный поход в якутскую тайгу. Познакомить их с природой нашего края, ну и прежде всего показать быт оленеводов, что вот это на чьей земле мы живем. Огромные риски взяла на себя как раз-таки Оксана Валерьевна. Ну и, конечно, во многом хочется сказать слова благодарности нашему министру Волковой Елене Александровне. На самом деле задумывался поход, скажем, несложный, но из-за погодных условий он у нас присвоена категория второй категории сложности. В полном снаряжении и готовности к любым трудностям в поход вышли 7 детей из детского дома, 16 подростков хулигана дома и взрослые сопровождающие. Всего 36 человек. 40 километров на вахтовке от села Енгра по лесной дороге. 10 километров пешком с рюкзаками. Основная цель это была социализация наших детей. Вот, и чтобы они проявили себя в разных интерпретациях, да, в разных стихийных, да, и вот, в принципе, они очень достойно себя проявили. Хотя многие не верили в это, таких особенных деток, да, и в поход, в комнату закройте их, чтобы все кормите, телевизор, все, все равно, а дети есть дети, они такие же, как и мы, немножко особенные, но они тоже хотят развиваться, они тоже хотят знать, в каком краю и в какой красоте мы живем. Благодаря коренным жителям Енгры в сопровождении участники похода смогли максимально достоверно познакомиться с бытом кочевников, провести обряд на Шаман-горе, посетить эвенкийское стойбище оленеводов, подоить оленей, отдохнуть в долине реки Курбеликит и порыбачить, поучаствовать в мастер-классе по метанию маута и приготовлению куаптына и эвенкийского хлеба. Поход мне очень понравился. Якутия очень красивая. У нас очень хорошая компания, 10 из 10. Меня очень радует в походе это красивые виды и также бесценный опыт, который взрослые делятся с нами. То есть как ставить палатку, как рыбачить, учат всяким секретам, делятся опытом. Я рада, что я попала в такой проект «Антибудни», и что я нахожусь здесь в походе, мне очень нравится. И если бы можно было остаться подольше здесь, я бы осталась. Мы были у оленеводов, мы смотрели на их жизнь, мы посмотрели, как они живут, и такие впечатления необычные. У них кочевой образ жизни, и это очень здорово, это очень классно. Нас там учили доить оленя, нам показали шкуры дикого оленя, а также шкуры домашнего оленя. Рассказали, чем отличается дикий олень от домашнего. Показали свою жизнь, и у них очень уютно, очень красиво. Мне безумно понравилась их жизнь. И если бы у меня был выбор либо жить вот этой городской жизнью, или вот жить, к примеру, как ивенки, то, наверное, скорее всего, я бы жила как ивенки. Почему бы и нет? Никогда не думала, что я буду ночевать в тайге. Я думала, что тайга — это, знаете, что-то такое, где очень холодно, там лежит снег везде, и прям, сплошные заросли, типа, что-то такого. А тут вообще спать можно. Тут что, лето бывает? Тут нет снега, я очень разочарована, я ждала снега. Вот, а так мне все очень нравится. Сегодня с утра мы поймали ящерку. Вот. Тут очень круто, вообще, честно, уезжать завтра не хочется в эту суету. Там все опять будут вещи собирать, уезжать когда. Не хочется вообще ни капли. А про поход, мне нравится вообще все. Еда бомба. Совместный увлекательный и развивающий проект «Антибудни» в Якутии прошел с успехом. Он смог осчастливить многих детей, открыв им красоту и традиции уникального южно-якутского края. В следующем году также запланированы подобные походы и даже сплавы по реке. В октябре в Нерюнгри прошел еще один уникальный региональный форум, посвященный юбилею учреждения. 85 лет. Новые горизонты. Сохраняя традиции, открываем новые горизонты в заботе о детях. Мероприятие собрало специалистов из различных городов России, включая Нижний Новгород, Казань, Хабаровск и Иркутск. В рамках трехдневной программы форума прошли выступления выпускников и награждения специалистов и ветеранов отрасли, ярмарка работ воспитанников и фотовыставка «Дети, дом и друг с хвостом». Для
Для специалистов проведены полезные семинары от интересных спикеров из разных регионов, где участники обменялись опытом, рассказали о своих успехах и новых практиках. На протяжении всех 3 дней мероприятиях принимали участие коллеги и ветераны отрасли, партнеры и попечители, а также нынешние воспитанники и выпускники учреждения. Итогом 3-дневного форума стало подписание резолюции, в которой были закреплены все ключевые аспекты обсуждения 3-дневной работы форума. Документ был подписан Нерюнгринской центральной районной больницей, муниципальным образованием Нерюнгринский район, Министерством труда и социального развития Республики Саха-Якутия и Республиканским детским специализированным домом социального обслуживания. Данная резолюция открывает новые возможности для воспитанников учреждения и станет основой для дальнейшего развития социальных программ, направленных на их поддержку и интеграцию в общество. Впереди у Республиканского детского специализированного дома социального обслуживания намечено немало планов. Ну, из самых приятных моментов начинается строительство нового корпуса, 4500 квадратных метров. Это будет спальный корпус, где будут комнаты, наверное, это будет общежитие. Но если грубо сказать, комната будет на 4 человека. В комнате будет кухня-гостиная, 2 спальни по 2 человека, своя санитарная комната, где ребята будут жить, себя обслуживать. Своего рода тоже, да, тренировочные квартиры, где ребята будут социализироваться, примерять на себя навык самостоятельной жизни до того, как выйти на сопровождаемое проживание. Вот. Там еще у нас будут гидромассажные ванны, аппараты «Искусственное солнце», которые благоприятно действуют на нервную систему. Архитектурное решение подписано, утверждено техническое задание по наполнению по мебели, по бытовой технике в комнатах. В общем, мы в ожидании, когда же наш новый дом построится, и мы туда переедем. Корпус новый будет рассчитан на 45 койко-мест. Ребята в возрасте от 4 лет и вот самые старшие ребята на тот момент, которые будут, да, может быть, это будет старше 23, в ком есть потенциал в ребятках. Потенциал в том, что вот вне зависимости, да, от основного диагноза вытаскивать будем то, что сидит внутри, давать свою поддержку и опору и показывать, наверное, доказывать детям, что они могут, что они сильные, что они справятся со всеми вызовами общества. Один из радостных моментов – это то, что у нас очень много друзей в нашем доме. Вот, и просто жители Нерюнгринского района нам очень сильно и серьезно помогают. На данный момент группа номер 2, у нас там живут мальчишки старше 14 лет с тяжелыми множественными нарушениями развития. На этой группе мы делаем ремонт с помощью жителей Нерюнгринского района. Это Александр Сергеевич Головко и Андрей Николаевич Макеев, директор шахты Инаглинской, и, конечно, ребята добычного участка номер 8. Ребята сложились в финансовом плане, наняли бригаду ремонтников. Ремонтники зашли и, значит, делают у нас ремонтные действия в нашем помещении. А строительные материалы нам подарил на огромную сумму по нашей смете Сибирзяев Роман Вадимович, директор ООО «ССТ». Поэтому, пользуясь случаем, хочется сказать огромное спасибо нашим друзьям, которые в любой ситуации с нами вместе.